создать, модернизировать или приобрести новейшее оборудование для подработки зерна, картофеля и производства комбикормов, а также построить животноводческие комплексы. Сделать это аграриям Чувашии стало проще. Республика оказывает поддержку сельхозтоваропроизводителям в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской республики. Например, для модернизации производства предоставляются инвестиционные кредиты по ставке не выше 5% годовых. Особый пункт в рамках программы – это создание животноводческих комплексов молочного направления, хранилищ картофеля, овощей. По этим объектам могут возместить от 20 до 30% понесенных затрат. Очень интересное направление, не только господдержка, но и льготное кредитование до 5%, сразу легкие кредиты. Еще одно интересное направление, и им активно пользуются аграрники, это агролизинг. Кстати, с 1 декабря стартовала новая программа. С 1 декабря по 31 декабря предприятия сельскохозяйственные могут подать заявку Росагролизинг с нулевым авансом, сделать заявку на технику, приобретаемую в 2021 году, по ценам 2020 года, с отсрочкой платежа до осени 2021 года. Это тоже очень интересное направление. Так, в этом году компания Чиба Милк в рамках программы построила третий коровник на 600 голов. Всего на ферме 2400 голов крупного рогатого скота, которому требуется особый уход. Компания не стоит на месте. У каждой коровы есть специальный ошейник, подобный фитнес-браслету, который считывает активность животного, индекс здоровья, а также жевательную деятельность. Ведь чем больше корову жует, тем больше будет надой. Буренки содержатся в хороших условиях. У них всегда чистая подстилка, чесалка и большие вольеры. Поголовье планируют увеличить, поэтому для животных необходимо новое жилье. В этом году мы построили родильное отделение на 300 голов. Ближайшие планы на следующий год, это на 2021 год, это у нас уже запуск доильного зала «Карусель», это весна, плюс запуск и постройка 3 коровников на 600 голов каждый, плюс мы строим 2, ну это как бы не то чтобы коровника, это получается 2 выгульные для содержания телят в открытых домиках. В компании гордятся строительством молочного блока с доильной установкой типа «Карусель» на 72 места. Она работает по принципу детских аттракционов. Один круг вокруг своей оси проходит примерно за 10 минут. Такая технология позволяет ускорить процесс надоя всего поголовья за 4-5 часов. А раньше только наполовину стада уходил целый рабочий день. Здесь и сейчас с нами реализуется крупный инвестиционный проект. Это доильный зал по типу «Карусели», 72 дойных места. Это позволит нам своевременно, быстро, оперативно и качественно доить наших собственных коров. Пропускная способность карусели – это примерно 450 коров в час. Данная карусель на 72 места является самой большой и крупной в Чувашии. В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Мураты» помимо поголовья крупно-рогатого скота есть 120 гектаров земли, на которой выращивают картофель. Здесь же в амбарах второй хлеб сортируется, обрабатывается и хранится. Раньше картофель перебирали вручную. Процесс очень долгий и трудозатратный. В этом году фермер в рамках госпрограммы развития АПК приобрел новое автоматическое оборудование, способное перерабатывать, сортировать, мыть и фасовать культуру. Когда узнали, что у нас субсидируется 40% переработка картофеля, мы сразу заключили договор с Белоруссией. И они осенью, вот сентября, конец августа, нам привезли все это оборудование и установили. И мы где-то в конце сентября запустили это полностью производство. И все эта программа мы выставили на субсидирование это Министерство сельского хозяйства, и сразу 40% получили субсидии. По словам Геннадия Спиридонова, за смену обрабатывается около 150 тонн картофеля. Его фасуют в мешке от 2,5 до 25 килограмм по желанию покупателя. Оборудование стоит в отапливаемом помещении, а значит, аппарат можно запускать при необходимости в любое время года. География поставок картофеля пока мала. Это Ставрополь, Москва, Нижний Новгород, Воронеж, говорит председатель кооператива. Однако есть к чему стремиться. Сейчас стараемся выйти на свой чувашский рынок. Но и в этом году, наверное,
не будет, но на следующий год планируем уже выйти на магнит, пятерочки. Хотим увеличить посадочные площади. Ну, сейчас, если у нас 120 гектаров, довести 150 и выше. Сейчас на около 1000 тонн, там около 800 тонн овощехранилища хотим, на картофель хранилище построить, потому что не хотим осенью уже продать картофель. Мы хотим только зимой и весной, чтобы у нас дополнительные хранилища были. Благодаря притоку инвестиций в аграрный сектор в Новочебоксарске этой осенью завершился второй этап строительства тепличного комплекса площадью 11 гектар для выращивания овощей закрытого грунта. Здесь используют инновационные технологии досвечивания и сверхточного контроля климата. В теплице будут производить порядка 20 тысяч тонн огурцов и помидоров в год. Это позволит не только удовлетворить потребности регионального рынка, но и поставлять продукцию в другие регионы. С открытием второй теплицы число рабочих мест увеличилось до 400. Получить поддержку государства могут и предприятия по производству молока. Основной объем экспорта молочной продукции из Чувашии приходится на Чебоксарский городской молочный завод – больше 40 тонн. В рамках программы здесь запустили вторую технологическую линейку по производству и розливу ультрапастеризованной молочной продукции мощностью 6000 упаковок в час. Это позволяет предприятию увеличить переработку молока до 300 тонн в сутки. Помимо новой производственной линии, на предприятии разработали и инновационную упаковку. Она состоит из пластика и мела, не содержит фольги, что позволяет ее полностью перерабатывать. Использование такой упаковки дает возможность предприятию в сложный экономический период сократить производственные затраты, а за счет экологичности нарастить экспортные поставки своей продукции. До конца года аграрии Чувашии планируют претворить в жизнь 336 инвестиционных проектов на сумму более 7 миллиардов рублей. На сегодняшний день уже реализовано 49 проектов по строительству производственных объектов и 192 по техническому обновлению. Нужно отметить, что агропромышленный комплекс у нас интенсивно развивается в последние годы, и мы отмечаем положительную динамику, интенсивную динамику с 2014 года. Мы видим, что большие инвестиции и вложения были в отрасль за эти годы, более 40 миллиардов направлено. И инвестиции имеют синергетический эффект. Мы понимаем, что одно рабочее место, созданное в сельском хозяйстве, создает от 7 до 10 рабочих мест в других отраслях. И за этот период было создано более 3000 новых рабочих мест. Когда идет оптимизация, обновление производства, освобождаются рабочие места, но нивелируется это тем, что новые проекты создают новые рабочие места. И мы видим, что численность в агропромышленном комплексе стабильна, падения нет. Кроме того, наблюдается за этот период и рост производительности в 2 раза, рост заработной платы в 2 раза. И мы видим, что каждый вложенный инвестиционный рубль – это задел не на год, не на 2, а на десятки лет вперед. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Чувашии Марины Загребаевой, в этом году из-за пандемии были опасения, что из-за нехватки оборотных средств предприятия могут отложить свои инвестиционные проекты. Однако почти все планы реализовались. Предприятия пересмотрели логистику сбыта своей продукции. Проекты, которые были запланированы на 2020 год, практически все реализованы. Буквально незначительное количество, которые перенесли свои сроки на реализацию в 2021 году. Этот год все же побил рекорд по приобретению сельхозтехники. За счет масштабной господдержки по льготным и субсидированным программам аграрии Чувашии закупили 529 машин, в том числе самоходных, комбайнов и тракторов. Это в 2,1 раза больше, чем количество приобретенной техники суммарно за последние 3 года. При этом размер субсидий в этом направлении увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом.